23 декабря, сегодня в полдень, позвонил Саша из психиатрической больницы, позвонил двоюродной сестре Каилане в Якутск. Она прежде всего отметила, что голос у него был спокойный, говорил он спокойно. Естественно, передал всем спасибо, огромная благодарность. Сказал, сколько примерно писем приходит, сколько написал. Речь идет уже о нескольких десятках, дело к сотне, так сказать. Передал всем привет, поблагодарил. Ну и, в общем-то, что ж, он надеется, и мы надеемся. 26 января следующего года врачебная комиссия, примерно 26-го, должна заседать, решать. Мы надеемся на лучшее. Напомню, что начиная с 70-х годов прошлого века в России была введена так называемая карательная психиатрия. Сотни, около 400 человек подверглись этой карательной психиатрии в Советском Союзе. Так называемые инакомыслящие, признанные невменяемыми. Потом их обменивали, как вы помните, вплоть до лидеров коммунистических партий Чили, Луис Карвалана, да, все помнят. Вот. И в новой России уже, в новом государстве, можно сказать, в 21 веке возродилась эта традиция, и у нас официально международными организациями признан один человек, Александр Габышев, которому применена карательная психиатрия за его взгляды, которые не называет инакомыслящим, а называет невменяемыми. То есть слово инакомыслие все-таки старается не употреблять. А вообще-то это свобода мысли. Вот это что такое. Итак, в каком-то смысле у меня сегодня тогда праздник. Я напомню, что 23 декабря это Новый год астрономический у всех древних народов, и у народа Саха. 23-го, в ночь с 21 на 22, и вот до 25 практически все древние народы, и славянские, и тюркские, и все, и африканские, все отмечали Новый год когда-то. Это уж потом календари там стали и так далее. Люди знали, что с этого дня увеличивается световой день, и солнце, знак солнца и света, знак народа Саха, начинает потихонечку катиться вверх, к свету, к теплу, на что и мы надеемся каждый год, и надеемся и сейчас, что солнце покатилось к свету. một thân ở đôi